Доброе утро, дорогая республика! Понедельник, как всегда, в 7:00 на телеканале Якутия-24 НВК Саха мы приветствуем всех наших любимых утренних телезрителей. Это «Утро Якутии», и в ближайший час мы рады будем, если вы проведете это утро вместе с нами. Напоминаем вам о том, что «Утро Якутии» – это семейный эфир. У нас есть рубрики как для старшего поколения, так и для совсем маленьких. Очень полезная информация как для мужчин, так и для женщин. Поэтому я думаю, что наша программа будет под стать любому человеку, поэтому оставайтесь с нами. И, как всегда, все самое полезное и интересное мы постараемся показать вам. Ну и, как всегда, напоминаем вам о том, что мы работаем в прямом эфире, а это значит, у вас есть шанс стать участниками нашей программы, отправить свое поздравление, возможно, написать какой-то вопрос нашим утренним гостям, которые будут в эфире. Для этого вам лишь надо будет подписаться на наш телеграм-канал. QR-код вы видите прямо сейчас на экране. Добавляйте наш аккаунт к себе, пишите вопросы, ну и все последние новости будут дублироваться там. Поэтому телеграм-канал вам в помощь. Ну а также напоминаем вам о том, что теперь НВК можно смотреть в своем гаджете, и это сделать очень просто. Отсканируйте QR-код, который вы видите прямо сейчас на экране, и скачайте новое приложение НВК Саха. Там тоже много чего интересного. Ну и мы начинаем утро понедельника с прекрасных, добрых новостей. Вот вопрос, который можно задать своему ребенку прямо сейчас. Кто же придумал домашнее задание? Ответ простой. Человек, который изобрел домашнее задание, был итальянским учителем по имени Роберто Невилис. В 1905 году он изобрел домашнее задание в качестве наказания для своих учеников. И вот так появились домашние задания. Также следующая новость. О необычных желаниях детей на Новый год рассказали в вотчине Деда Мороза. Получить на Новый год лошадей и маски животных. С такими просьбами обращаются к Деду Морозу дети в этом году. У взрослых пожелания более традиционные. Наладить личную жизнь, умножить материальные блага, попутешествовать и поправить свое здоровье. Нет денег на проезд? Приседай за билет. В Румынии появился спортомат, который выдает бесплатные билеты за 20 приседаний за 2 минуты. Билет действует целую неделю, а для пожилых людей и людей с инвалидностью проезд остается бесплатным. Но вот не знаю, поставили бы автоматы у нас такие в городе Якутске, люди приседали бы за бесплатный билет на общественный транспорт или нет? Ну а вообще, мне кажется, идея прекрасная. А теперь поговорим про дела сердечные. Когда любовь уходит в глубину, свадьба под водой. В Москве теперь можно сыграть свадьбу под водой в крупнейшем океанариуме Европы. Для участия нужно всего лишь отправить в Москвариум историю вашего знакомства. Кто готов к обмену кольцами среди рыбок и кораллов? Интересно. Но я думаю, первые пары обязательно будут освещены в средствах массовой информации, и мы расскажем вам, кто же станет первым человеком, кто сыграл свадьбу в Московском океанариуме. Вот такие замечательные добрые новости. Я думаю, есть что обсудить за чашечкой кофе со своими близкими. Ну а теперь давайте узнаем, какая же у нас погода за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 37 градусов. В заречной группе 29-38 ниже 0. В южных 22-31 градуса мороза. В Вилюйской группе 14-20 ниже 0, в Нижнеленских до минус 32. В западных 11-22 ниже 0. В Колыме-Дигирской группе Улусов 20-43 со знаком минус, в Янских минус 41. На северо-западе минус 28. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 29 градусов. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Штиль. Сегодня днем слабый снег, ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 25. С добрыми новостями ознакомились, про погоду узнали. Ну а теперь давайте узнаем самые последние новости от наших коллег из информационной службы. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Далее блок новостей.
Россия в январе-сентябре этого года сократила в 1,5 раза импорт нефтепродуктов из Казахстана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 46,2 миллиона долларов по данным казахстанской статслужбы. В сентябре Россия приобрела у Казахстана нефтепродуктов на 5,1 миллиона долларов. Больше всего казахстанские нефтепродукты в январе-сентябре этого года покупали Нидерланды, Турция и Кыргызстан. Россия стала 4-й. Пятерку замкнул Узбекистан. Кроме того, в этом году Москва почти вдвое сократила покупки нефти у Астаны до 5,8 миллиона долларов. Однако поставки мазута увеличились почти в 2 раза, до 775 тысяч долларов, а дизельного топлива выросли в 1,7 раза, до 3,9 миллиона долларов. Между тем, Россия ожидает рост ВВП на 3,9% в этом году. Вице-премьер страны Алексей Аверчук отметил, что по сравнению с другими регионами мира в экономике страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества чувствуют себя достаточно комфортно. Темпы роста ВВП в странах АТЭС превышают среднемировой уровень, заявил Аверчук. По его словам, участники саммита подчеркивали, что это является результатом комплекса применяемых политик в сфере финансов, в развитии инфраструктуры, цифровизации, построении экономики знаний, повышении уровня образования населения. Продолжается обустройство ледовой переправы Хатасы-Павловск. По сообщению регионального Минтранса, открытие движения для машин весом до 3 тонн запланировано на конец ноября. На сегодняшний день переправы в районе Якутска не функционируют. Вы видите кадры сегодняшних съемок. Несмотря на профилактические мероприятия и выставленные знаки, некоторые водители начали проезжать еще по официально неоткрытой переправе. Некоторые водители подвергают свою жизнь и жизнь пассажиров неоправданному риску. На несанкционированных ледовых переправах в отношении на данных граждан предусмотрена административная ответственность. В соотношении с Кодексом по административным нарушениям Республики Саха-Якутия на граждан от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 500 до 1 миллиона. Наследие якутского литературоведа обсудили в Москве. В столице в эти дни проходит научная конференция «Вклад академической фольклористики в развитие отечественной гуманитарной науки». Одну из секций посвятили деятельности якутского ученого Иннокентия Васильевича Пухова. В этом году общественность отметила 120 лет со дня его рождения. Он является основоположником изучению Олонхо. Его главный труд – книга под названием «Якутский героический эпос Олонхо. Основные образы». Она вышла в Москве еще в 1962 году. Она стала знаковой работой в изучении в целом эпосов азиатских народов, проживавших на территории Советского Союза. Неизменный вклад Иннокентия Пухова в фольклористику – это определение системы, с помощью которой до сих пор изучаются эпические тексты разных народов. Долгие годы он проработал в Институте мировой литературы имени Максима Горького в Москве. На сегодняшней всероссийской конференции, которая идет 3 дня, хотя называется «Круглый стол», это секция единственная, которая идет 2 заседания, утром и вечером, целый день. Записались около 20 докладчиков. И я думаю, что будут еще статьи. То есть это вот такие бесспорные факты признания вклада Иннокентия Васильевича в отечественное эпосоведение. Чемпионат по профессиональному мастерству в компетенции правоохранительная деятельность полицейские состоялся в Якутске. Участие приняли 12 команд из образовательных учреждений, военно-патриотических клубов и юноармейских отрядов. Участники проверили свои навыки и знания на этапах дактилоскопирования и составления фоторобота. Также состязались в строевой подготовке, оказании первой медицинской помощи, разборке сборки автомата Калашникова и прицельной стрельбе из пистолета Макарова в тире «Рубин». Помимо этого проверили свои знания правил дорожного движения. Состоялся чемпионат по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы в компетенции правоохранительная деятельность, полицейские». Организаторами являются Управление образования города Якутска, Межмуниципальное управление МВД России Якутское, Центр по подготовке юнармейцев Дом юнармии города Якутска и Детский подростковый центр.
Началась новая рабочая неделя, и это очередная возможность для покорения новых карьерных или производственных вершин. Но нельзя ни в коем случае забывать о своем здоровье, не жертвовать им в угоду труду. Но даже при всей заботе о себе от производственных травм никто не застрахован. Слыша это словосочетание, мы в первую очередь представляем какие-то производственные профессии, чья работа связана с риском для здоровья. Но мало кто знает, что даже порез бумагой на рабочем месте – это уже производственная травма. О юридических аспектах таких ситуаций расскажут советы юриста. Здравствуйте. Получить травму во время работы можно не только на опасных производствах, фабриках, заводах, но и сидя в уютном офисе, на улице или в такси по пути на работу. Если травма получена в рамках ваших рабочих задач и в рабочее время, она будет считаться производственной. Что делать в такой ситуации? Сначала, разумеется, необходимо устранить опасные условия и обезопасить себя. Затем обратиться к врачу или вызвать скорую помощь. А также немедленно сообщить о произошедшем руководителю или иному ответственному лицу. После инцидента работодатель обязан создать комиссию и провести расследование причин произошедшего. По итогам проверки составляется акт, копия которого должна быть вручена вам. Этот акт будет являться основанием для выплат по больничному листу. Чтобы получить компенсацию, вы должны быть застрахованы от несчастных случаев. Такая страховка оформляется для всех, с кем подписан трудовой договор. Выплачивает компенсации Социальный фонд России, а работодатель лишь собирает и передает ведомству результаты внутреннего расследования. Итак, какие выплаты по закону положены пострадавшему? Во-первых, это пособие по временной нетрудоспособности. Его выплачивают за весь период действия больничного в размере 100% средней заработной платы. При этом срок стажа значения не имеет. Единовременная страховая выплата, которая зависит от степени утраты трудоспособности и районного коэффициента. Кроме единовременной, положена еще и ежемесячная страховая выплата, которую получают при наличии тяжелых травм в течение реабилитационного периода как компенсацию заработной платы. Также положена оплата дополнительных расходов на лечение и реабилитацию. Расходы на медицинскую помощь, санаторно-курортное лечение, дополнительный отпуск, покупка лекарств и медицинского оборудования для реабилитации. Дополнительное обучение или профессиональная переподготовка в том случае, если нет возможности вернуться к прежней профессии. Ну и, конечно, вы будете иметь право на компенсацию морального вреда. Правда, чтобы ее получить, нужно будет обратиться с соответствующим исковым заявлением в суд. Знаете ли вы, какой самый продаваемый мобильный телефон за всю историю их существования? Если хотите сказать, что это iPhone, то не спешите отвечать, потому что смартфон этого бренда находится только на 3-м месте. А первые два с тиражами 250 миллионов и 248 миллионов проданных устройств занимают старые добрые кнопочные Nokia 1100 и Nokia 1110. К слову, сегодня популярность кнопочных телефонов не нулевая. Спрос на эти устройства до сих пор существует. Одна из причин – они отлично подходят для рабочих звонков. Вот такая небольшая статистика в день кнопочного телефона, который отмечается сегодня. А далее узнаем о других знаменательных датах сегодняшнего дня. На календаре 18 ноября – день рождения Деда Мороза. По народному календарю в этот день отмечается память святителя Ионы. На Руси в день Ионы девицы обычно молили Бога о том, как выйти замуж, чтобы жить счастливо, и просили послать им хороших мужей. Чтобы быстрее выйти замуж, девушки на заре выходили во двор и разбрасывали вокруг своих домов мелкие монетки и небольшие вещицы, сделанные своими руками. Говорили, что это поможет им привлечь женихов. Этот день в истории. В 1699 году Петр I издал указ о добровольной записи на службу в солдаты изо всяких вольных людей. В 1775 году издан манифест о новом областном делении России. Империя разделилась на 50 губерний. В 1842 году издан указ о построении первого постоянного моста через Неву Благовещенского. В 1870 году первая официальная линия голубиной почты связала Тур и Париж. В 1885 году в Германии состоялся заезд первого в мире мотоцикла. В 1917 году патриархом московским и всея Руси избран митрополит Московский Тихон. В этот день родились Карл Мария фон Вебер, немецкий композитор, основоположник немецкой романтической оперы. Луи Даггер, французский художник, один из создателей фотографии. Джордж Гэллоп, американский ученый, автор научных методов изучения общественного мнения. Константин Бесков, советский футболист и футбольный тренер, заслуженный мастер спорта СССР.
Эльдар Рязанов – советский и российский кинорежиссер, сценарист, телеведущий, народный артист СССР. Именины сегодня отмечают Гавриил, Галактион, Григорий, Иона, Памфил, Тимофей, Тихон. Сегодня республика отмечает 90-летие высшего образования. Сначала у нас был Якутский государственный педагогический институт, преемником которого сейчас является Северо-Восточный федеральный университет. Сегодня у нас в гостях председатель Совета ветеранов университета Екатерина Семеновна Никитина. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Екатерина Семеновна, для начала примите поздравления. Спасибо большое. Замечательная дата, 90-летие. Но об этом мы поговорим чуть позже. Давайте вспомним вообще, как все начиналось. Кто стоял у истоков высшего образования у нас в республике? Когда был ЕЦИК принял решение о открытии педагогического института, это в 1933 году, однако не было возможности начинать обучение, и поэтому официально открыто в 1934 году. Конечно, с набором 100 человек, но не сумели набрать 100 человек, 2 отделения, исторический и физико-математический. Всего набрали 57 человек. У истоков стоял Иван Пудович Жигусов, человек трагической судьбы, но большой организатор учебы и науки. И, естественно, он был нашим первым директором Якутского педагогического института. Ну вот мы сейчас видим такие архивные, да, фотографии. Действительно, ну а как тогда проходила студенческая жизнь? Наверное, отличалась от того, что сегодня есть, да? И необходимо отметить, что не всем студентам было 18 лет. Ну, естественно, но только в те времена надо вспомнить тяжелые годы. И самое главное, развитие педагогического института проходило во времена Великой Отечественной войны. На начало войны у нас всего было 221 студентов. Но, несмотря на это, на фронт ушли добровольцами 240 студентов пединститута и 61 сотрудников. Конечно, им приходилось труднее, чем сейчас. Да, ну то есть учеба учебой, но все-таки уходили защищать честь нашей Родины, да? Очень интересные кадры сейчас, да? Действительно, как будто возвращаемся, да, назад на много-много лет. И вот они, первые студенты, да? Да. Знаете, по многим не скажут, что студенты как будто уже выпускники, да? И здорово. Ну а вообще, сколько сегодня в целом у нас в республике высших учебных заведений? Сейчас у нас официальных государственных высших учебных заведений 5. Это агротехнологический университет, который отпочковался от Якутского государственного университета, и Чурапчинский институт физкультуры, и 2 высших учебных заведения по культуре и искусству. Это наш знаменитый АГК и Высшая школа музыки. Вот так, да. Какие сегодня сложности стоят вообще перед высшим образованием республики? Сложности не столько в республике, сколько в Российской Федерации. В целом, да? Вы сами знаете, что мы вышли из Болонского процесса до двухуровневого высшего образования, и теперь, как формулируется, будет происходить трансформация высшего образования в целом по Российской Федерации. Идет эксперимент. После эксперимента нам скажут, в какую сторону мы будем развиваться. У нас, как и раньше, возвратятся специалитеты. Магистратура и бакалавриат, он останется по некоторым направлениям подготовки специалистов. То есть проблем более чем достаточно. Но несмотря на это, мы гордимся Северо-Восточным федеральным университетом. Да? Ни для кого не секрет, что это один из лучших вузов, да, страны. Какие сегодня новые специальности появились в университете? Потому что это, мне кажется, один из главных показателей того, что работа ведется и что возможности у студентов появляются. Мы идем в ногу со временем. Сейчас, вы сами знаете, цифровизация экономики, информационные технологии, искусственный интеллект – все это новые материалы, технологии. Много со временем университет все эти направления открывает. И не зря нашу республику Российской Федерации хвалит, что мы впереди по поводу цифровизации всего
нашей республики. И я думаю, что в этом направлении мы дальше будем работать, потому что один из приоритетов нашего университета является разработка технологий и материалов для Арктики и Севера. То есть поэтому такие специальности сегодня очень актуальны и востребованы. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Хорошо, Екатерина Семеновна, но давайте поговорим о вашем высшем образовании, где вы получали его и какую специальность получили. Я закончила Якутский государственный университет в 1971 году по специальности математика. Затем я обучалась в аспирантуре Томского государственного университета по специальности геометрия и топология и защитила кандидатскую диссертацию. То есть вот так вот моя жизнь напрямую связана с нашим университетом. После окончания я осталась работать на кафедре ассистентом. С тех пор по сегодняшний день работаю в нашем университете. Ну, то есть это конкретно ваш праздник сегодня, да? То есть начинали со студента, а потом еще и работу, и всю свою жизнь связали с нашим университетом. А мы знаем, что у вас еще есть такая небольшая роль, помимо того, что вы работали как преподаватель, да, вы еще и детей радовали. Вы работали в роли Деда Мороза. Ну, Деда Мороза я работала не совсем часто, но приходилось заменять и выступать в роли Деда Мороза, а иногда и Снегурочки. Это для детей, для школьников. То есть вот так выезжали, значит, порадовать людей, да? А разница в Деда Морозе и Снегурочке есть или нет? Конечно, есть. Для Снегурочки надо быть изящной, красивой, соответствующим образом одеться. А для Деда Мороза это, ну, как-то надо пытаться басом говорить и всякие слова детям, самые радостные слова говорить им. То есть вы такой очень творческий человек? Ну, приходится. Обстоятельства, да, заставили, так сказать, да? Но это прекрасный опыт, да, общение с детишками. Одно дело со студентами, со своими общаться, да, а другое дело вот совсем с маленькими ребятами, да? Но не забудем, что помимо того, что я работаю все время беспрерывно в университете, я еще 19 лет на государственной службе состояла. Председатель городского собрания депутатов 1-2 созыва, заместитель председателя правительства и еще заместитель председателя Государственного собрания Илтымет. Но при этом от преподавательской деятельности я никак не прерывала. То есть я все время преподавала, потому что это как спортивная форма. Если перестал преподавать, значит уже возникают сложности. Екатерина Семеновна, сразу возникает вопрос, а как все успевать? То есть вы и активный такой, значит, гражданин, да, то есть конкретно работаете в одном месте, на госслужбе. Это очень сложно, это занимает огромное количество времени. Университет – это отдельная жизнь, еще и вот какие-то увлечения. Как все успевали? Я, кроме того, являюсь капитаном сборной команды нашей республики, спортсменов-любителей по лыжным гонкам. И вот начиная с 2014 года ежегодно мы выступаем в чемпионатах России, Кубка России, даже Кубка мира мастеров выступаем по лыжным гонкам. А это требует тренировки, естественно. Но вы заметите, что я работаю, то есть лыжами занимаюсь с 2013 года. До этого занималась, и пока состояла на госслужбе, это не совсем сочетается. Но вот успевали все. Где брали силы? Силы, наверное, заложены моими родителями и моими учителями, которые меня учили в школе. И, естественно, желание в жизни сделать как можно больше, успевать сделать доброе, хорошее, светлое. Вот так. Ну, у вас сегодня есть уникальная возможность поздравить всех своих коллег с этим замечательным праздником 90-летия высшего образования в республике. Дорогие наши выпускники пединститута Якутского государственного университета, Северо-Восточного федерального университета, поздравляю вас с 90-летием высшей школы в Якутии. Желаю вам всем крепкого здоровья, хорошего настроения и будем идти только вперед. Екатерина Семеновна, спасибо большое за такие добрые слова, ну и вообще за ваш такой оптимизм, очень светлый вы человек, и глядя на вас, реально можно с уверенностью
как-то думать о том, что все возможно. Нет ничего невозможного. Главное иметь желание, главное иметь замечательное окружение, силы, мудрость вот такую, как у вас, и все получится. Спасибо большое. Еще раз с праздником вас. Спасибо большое. Ну а сейчас давайте погрузимся в историю родного края с нашей рубрикой «История вещей». Доброе утро. Меня зовут Елизавета Алексеева. Я специалист сектора этнографии Якутского музея. Сегодня я расскажу вам про погребение XVIII века из Чарапчинского улуса Ажалунского наслега местности Джагарма. Это погребение дочери родоначальника Амуруябай. И было раскопано в 1938 году под руководством Ивана Дмитриевича Новгородова. По легенде, она была единственной дочерью богача, родоначальника Амурия. И с детства у нее были сверхъестественные силы. Летом она с детьми, с девочками играли, ходили по аласам, устраивали исыхи. И там она уже показывала свои сверхъестественные способности. Когда ей исполнилось 16 лет, родители выдали замуж за сына богача из хатылынского наслега по имени Кугаганнах Киргелей. И вот рассказывает, что когда она уезжала, она превратилась в волка. И вот бывали моменты даже, что не всегда она показывалась. Было видно только ее головной убор, шапка, да. И в течение всего этого периода она никогда не показывала свое лицо и всегда превращалась вот в какую-то вещь. Из данного погребения у нас имеется только вот украшение натазника Кабакасимяга. Вот мы видим на рисунке Михаила Михайловича Носова вот как раз-таки вот это украшение, вот эту часть деталя. Мне кажется, что археология стоит во главе изучения истории нашей цивилизации. Множество открытий связаны именно с находкой тех или иных вещей, построек и так далее. То же касается и животного мира. Необычная находка в Сунтаре. Во время работы по погрузке песка местные жители обнаружили останки головы древнего животного бизона. Их поразил размер находки. Он намного больше, чем у его современного потомка. К тому же останки оказались хорошей сохранности, даже имеются зубы. Авторы находки сразу отправили видео и фото в Академию наук и получили ответ о том, что это действительно довольно редкий экземпляр древнего животного, и он имеет научную ценность. Учитывая, что обнаруженный череп имеет очень хорошую сохранность, по предварительным данным, по фотографиям, которые мы имеем, отсутствует лишь носовые кости, сохранилось даже зубы, поэтому данный череп такой сохранности имеет большую ценность для науки, в палеонтологии в частности. Мы все-таки будем работать с авторами данной находки и уже сможем досконально изучить данную интересную находку. Утро – это главное семейное время дня. Именно утром, когда все домочадцы, как правильно, собираются, кто в школу, кто на работу, это то самое время, когда можно побыть вместе. Ведь в течение дня действительно редко встречаешься, только ближе к вечеру, и то, если дети, допустим, посещают те или иные секции, можно встретиться уже буквально перед самым сном. Поэтому предлагаем утро вместе с семьей встретить вместе, и для этого есть прекрасная утренняя зарядка. Тем более сегодня у нас замечательный комплекс упражнений, который можно будет весело и здорово сделать вместе с детьми. Доброе утро, дорогие зрители! Сегодня мы будем показывать с моей дочкой парные упражнения с мячиком на силовую часть, на все тело. Первую тренировку смотрим прямо и прорабатываем весь корпус. Ручки наверх. Анечка от меня наклонилась и мячик забрала и в другую сторону. Хоп. И ко мне. Прорабатываются боковые мышцы, дышим ровно, вдох,
выдох. Взрослому человеку, например, с ребеночком тяжело, и больше сильнее прорабатываются мышцы. И пошли. Хоп. 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 И выдох. Это первый комплекс, можно сделать 10-15 повторений. Следующий комплекс, мы поворачиваемся друг к другу к лицу с партнером и делаем приседания, и тем самым играем с мячиком. Хоп, садишься ровно, хоп, выдох, упор на пяточки, в игровой форме с детками, да, детки хорошо играют, хоп, мячик. Внимание, концентрируемся и тратим лишнюю энергию. Хорошо, выдох. Следующая серия упражнений мы будем делать на коврике. Вдруг берем мячик и круговыми движениями передаем. Хоп. Прорабатываются косые мышцы живота, животик можно прижать. Хоп. Также и может и в другую сторону пошли. Хоп, Аня, лови. Вестибулярный аппарат, да? Хорошо прорабатывается. Выдох и вдох. Хорошо. Мячик давай положим сбоку. Беремся цепкой с ребеночком друг к другу. Аня, ножки прижала к полу, прямые. И ходим. Хоп, хоп, хоп. Тоже на ягодички и обратно. Хоп, хоп, хоп. Туда-обратно ходим с ребенком вместе. Хоп, хоп, хоп. И Аня к тебе. И к тебе. Вот такой комплекс мы с Аней показали вам сегодня, чтобы вы были здоровы, энергичны и бодры. Можете ли вы объяснить, что такое настроение? Уверены, большинство из вас начнут объяснение с использованием слов «эмоциональное состояние» или просто «эмоции», ну и тому подобное. Но иногда нужно быть проще, прям как дети. И вот как можно просто объяснить, что же такое настроение, узнаем из рубрики «Устами детей». Что такое настроение? Настроение – это значит, когда ты радостная, когда ты встаешь в школу радостная. Вот мама к тебя будет в школу, ты радостно встаешь? Да? Всегда с улыбкой? Честно? А как ты думаешь, что такое настроение? Это радость. Настроение – это то, что человеку хорошо. Как тебе вот поднять настроение? Что нужно сделать? Походу себя можно отвлечь. Отвлечь. А как? Ну, разными делами. А откуда вот оно берется, вот это настроение? Из головы. Из головы. Из головы. А где вот взять вот это вот настроение? Как думаешь? Когда мама рядом. Надо интересными делами заниматься. Еще как можно еще? Еще развлекаться, в гости ехать. А кому ездил последний раз в гости? Ну, там далеко. В Оленек. А у тебя какое обычное настроение? Неплохое. Неплохое. Ты вообще вот человек позитив, да? Ну, ты веселый человек вообще, да? Ну, хорошо. Если вы любите сладкое, но при этом следите за своей фигурой, то рекомендуем вам сладости употреблять с утра. Поговаривают, что до обеда все, что попадает в организм, будет переработано. А вот почему мы заговорили про сладкое, спросите вы? Потому что на очереди наша рубрика «Говорим правильно», из которой мы узнаем, как же в слове «пирожное» появилась буква «Е». Доброе утро, дорогие телезрители! Я уже неоднократно признавалась в том, что я сладкоежка и люблю полакомиться, например, пирожным. Одно огорчает в этой сладкой истории о том, что слово «пирожное» часто пишут и говорят неправильно – «пирожное». На самом деле в слове «пирожное» никакого буквы «е» нет. Кто же виноват в том, что оно там добавляется, это буква «е»? Говорят, что в этом виновато слово «мороженое». Оно такое же сладкое и вкусное, как и пирожное. Но все не так просто.
Слово «мороженое» образовалось от слова «морозить». Это отглагольное слово. И поэтому в нем буква «е» есть. Морозить, мороженое. Ну, если есть мороженое, значит, наверное, может быть и пирожное. Но это не так. Слово «пирожное» образовалось от слова «пирог». Именно так называли сладкое блюдо, которое подавали в конце обеда. Слово «пирожное», образованное от слова «пирог», это верное написание. А вот слово «пирожное» или образованные от него неверные слова типа «пироженко» или «пироженка» тоже относятся к ошибочным. Но мы с вами будем говорить правильно. Пирожное. Всего доброго! Кому природное обаяние поможет решать проблемы, а для кого эта неделя идеально подойдет для составления, если не грандиозных, то важных планов. Кому и что на этой неделе сулят звезды, узнаем из астрологического прогноза на эту неделю. Овен. Продолжается период вашей обаятельности, что помогает удачно решать возникающие вопросы, достигать выгодных договоренностей, а также способствует успехам в личной жизни. Телец. Тельцам предстоит непростая неделя, связанная с недопониманиями, ошибками в общении и в документах, неспособностью найти общий язык с окружающими. Близнецы. У близнецов могут быть конфликты с противоположным полом, но ваше общее позитивное состояние поможет пережить это. Рак. В основном неделя будет хороша для коммуникации, разговоров, обсуждений, составления документов и подобного. Лев. Вам нежелательно заниматься точными расчетами, оформлением документов, умственной работой, требующей аккуратности. Здесь могут возникнуть ошибки и недоразумения. Дева. Неделя будет хороша для планомерной работы, планирования и организации какой-либо деятельности. Может преследовать эмоциональная неудовлетворенность, перепады настроения. Весы. Для весов неделя будет гармоничной. Главным образом это проявится в сфере личной жизни, на которой желательно сделать акцент. Вам удастся вывести отношения на новый уровень, и они достигнут новой глубины и теплоты. Скорпион. Неделя вдумчивых исследований или даже расследований, а также размышлений и рассуждений. Направьте всю силу своего сфокусированного ума на те вопросы, которые наиболее важны для вас или уже некоторое время требовали своего разрешения. Стрелец. Неделя будет позитивной, без особых неожиданностей. В основном на вас будут влиять женские планеты Луна и Венера, что придаст вам мягкости, обаяния и тактичности. Акцент хорошо будет сделать на сфере личных отношений. Козерог. Хорошо будет осмыслить и проанализировать ход ваших дел, подвести итоги прошедшего периода, обсудить их с окружающими. Ваш ум будет особенно острым, и вы придете к интересным выводам. Водолей. Могут быть снижены способности коммуникации, а также присутствовать общая нервозность. Помогать будут обаятельность, мягкость и склонность к компромиссу. Рыбы. Неделя обещает смешанное влияние планет. С одной стороны, возможны перепады настроения и эмоциональная дисгармония. С другой стороны, неделя хороша для подведения итогов, а также для осмысления своих чувств и переживаний. Возможно, вам захочется начать вести дневник. У Дедушки Мороза, как и у каждого из нас, оказывается, тоже есть день рождения. И он отмечает его сегодня, 18 ноября. Именно в эту дату волшебник отправляется в большое новогоднее путешествие по всей стране, чтобы поздравить с праздниками детей и их родителей. Считается, что 18 ноября на родине Дедушки Мороза, в Великом Устюге, наступает настоящая зима. Крепнут морозы и выпадает снег, который уже не тает до весны. И вот сколько лет Деду Морозу посчитать практически невозможно, ведь история волшебника начинается в глубокой древности. И сегодня у нас в гостях главный Дед Мороз Якутии, заслуженный артист Республики Саха-Якутия Владислав Мичурин. Доброе утро, Владислав. Доброе утро. Вот Доброе так. утро. Очень бодро. Конечно. Зима уже практически у нас наступила, поэтому пришло время Деда Мороза. Все верно. Рассказывайте, как вообще вдруг впервые столкнулись с таким замечательным действием, как такой новогодний Дед Мороз? Вы знаете, буквально сегодня я посчитал, у меня получается 40 лет, как я уже Дед Мороз. То есть 85-й год, Камчатка, это я учусь в школе. И, конечно, конечно, без девочек. Они занимаются в театральном кружке и говорят: Влад, пойдем поможешь. Ну,
Ну, пойдем, помогу. Господи, откуда я знал, что там помочь надо мне? Прихожу, значит, вот у нас там кукольный театр, они куклы, и говорит, вот у нас как раз это перед Новым годом нам нужно Дед Мороза, чтобы кто-то Дед Морозом сыграл. Ну, ничего не надо делать, просто выйдешь, поздравишь и уйдешь. Ну, давай попробуешь. Ну, давайте. Песню споешь? Ну, я говорю, ну давайте. В лесу родилась елочка. Ну, такой еще у меня там тоже уже такой бас появился. Да, Дед Мороз еще и поющий. Вот, и в 85-м году я впервые в Доме культуры к детям вышел Дедом Морозом. И так получается, что вот на протяжении 40 лет у меня еще не было перерыва. Перерыва не бывает, да? Вообще нет. Хорошо, вот в принципе, ну, может кто-то подумает, ну, сказочный герой, да, ну что в этом такого, да? Ну, мне кажется, что любая роль, она откладывает некий отпечаток. Вот что на всю жизнь осталось у вас от Дедушки Мороза? Ну, от Дедушки Мороза у меня, знаете, есть и радость. Вот не знаю, почему-то вот когда наступает зима, мне хочется сделать добро. Потому что я каждый год, допустим, на улице у нас во дворе выходил к елочке и детям раздавал конфеты, подарки. И они этого ждали. И все уже знали, что сейчас в 12 часов ночи выйдет Дед Мороз и нас всех поздравит. И вот это у меня осталось, то есть внутри. Хочется принести радость. Такая замечательная привычка. Чтобы дети радовались. А это самое главное, по-моему, в жизни. Ну и сегодня, коли уж праздник-то, день рождения, вообще для вас этот день какой-то особенный? Поздравляют ли вас? То есть с днем рождения? Ну, во-первых, мы начинаем друг друга поздравлять в театре. У нас там есть Деды Морозы, мы в этот день друг друга поздравляем. Иногда кое-чем советуемся, у кого какие костюмы, у кого что такое. И, ну, кто знает меня в лицо, а не как Дед Мороза, те иногда отзваниваются или присылают сейчас модно уже WhatsApp поздравления. Вот буквально сегодня меня уже с утра поздравили. Да. Ну и мы, в частности, поздравляем вас с днем рождения. Ой, спасибо, спасибо, спасибо. Ну, а расскажите, наверное, как и в любой другой роли, бывают какие-то очень забавные, смешные истории. Ну, а у Дедушки Мороза, мне кажется, их очень много. Очень много. Но самое, конечно, я самую главную расскажу историю, которая у меня случилась, я когда ушел в армию, да, там, когда узнали, что я с культуры, и меня сразу же пригласили Дед Мороз. Буквально же в первый же Новый год. Ну, поздравил в школах, поздравил там, ну, где можно уже поздравил. И последний день, это, по-моему, 30 число, я в детском садике поздравляю детей офицеров. То есть, ну, там уже программу мы отвели, и в конце, как всегда, я спрашиваю детей, ну что бы вы хотели, чтобы Дедушка Мороз подарил вам на Новый год? Но только если вы себя хорошо будете вести. Ну и начинается, там один мальчик мне машинку, там одна девочка куколку, там еще кто самолетик. И в конце подходит девочка, Дедушка Мороз, а подари мне, пожалуйста, снег. Я еще ни разу в жизни не видела снег. А хочу добавить, я служил юг Узбекистана под Термезом. И то есть там снег, ну, практически, то есть не бывает. Вот, ну я ей говорю, ну если будешь хорошо себя вести и будешь маме помогать, ты помогаешь маме? Да, я помогаю. А папе помогаешь? Да, я помогаю. Игрушки убираешь? Да, убираю. Ну смотри, если только ты меня обманула, то желание не сбудется. Все, поняла? Нет, я тебя не обманул, Дедушка Мороз. Ну хорошо, смотри, если это правда, то ты обязательно увидишь снег. Но я не говорил именно когда, потому что я правда не знаю. Ну, когда там будет? Конечно. Ну, 31 числа по домам, как всегда, мы разношу подарки, все там. Ну, и мне подарки, как солдату, там куча конфет. Я прихожу к себе в роту, там говорю, ребята, вот конфеты, все довольны, то есть я довольный. Ну и спать легли, все. Утром меня будет замполита. Вот так вот будет где-то, ну, в 6 утра подъем там. Ты что вчера говорил? Боже мой, что я говорил? Господи, прости, дай Бог, я что-нибудь наговорил. Посмотри в окно. В окно выглядываю, а там снег лежит. Да, вы что? То есть вот самый настоящий снег лежит. Он, правда, после обеда растаял. Но факт то, что он лежит. А это была дочка командира полка. Ну, я откуда знал? Ну, Владислав Анатольевич за отличное проведение новогодних мероприятий объявляет внеочередной отпуск. И вот так я то есть вот за снег получил. Вот.
отпуск. Ну, это какое-то чудо, я бы сказала. Нет, это на самом деле Новогоднее чудо. Новогоднее чудо. Вот оно так меня всегда, каждый Новый год преследует. Ну, еще одно, конечно, у Деда Морозов разные же бывают случаи, когда ты поздравляешь детей. Но один случай я запомнил на всю жизнь. Мальчик только меня увидел, тут же убежал за диван, туда вообще буквально залез. Я говорю, ну ты мне стишок-то расскажешь? Нет. Ну, я к нему тоже под диван залажу. Я к нему так, ну расскажи какой стишок, я тебе подарок приготовил. И вот так всю программу, всю новогоднюю программу мы с ним за диваном на коленях проиграли. За диваном он мне рассказал стишок, за диваном он мне отгадал загадки, я ему вручил подарок, ушел, поздравил. Разное. И под столом было, и все. То есть подстраиваться приходится под Да, детей. не то слово. Ну, конечно. Ну, во-первых, бывает, дети болеют. Да. То есть и стараешься, то есть бывает отзваниваться. Вот у меня заболел. Ну, давайте его поздравим. Ну, нельзя же ребенка не поздравить. Да. То бывает видео поздравления, бывает по телефону. У меня очень много раз было, что по телефону поздравлял. А самое главное, еще один случай расскажу. Уже лет 10 у меня был мужчина, заказывал, который поздравлял всю свою семью. Мы порой бывали опаздывали, и он все это время нас ждал в подъезде. То есть уже на 40 минут опаздываем, а сейчас тем более пробки появились. Просто, ну не волшебно, не перелетишь пробку. Все, и он эти 40 минут ждет, уже весь замерзший. Вот это для жены, вот это для дочки, вот это вот для сына. Очень ответственно. Идите. Он стоял. Мы заходим, поздравляем, все. И он в конце: ой, Дед Мороз пришел, я только с работы. Ну, жена-то, конечно, понимала все это. А в конце уже ребенок вырос, уже там на скрипке играл, все, они так на нас смотрели уже. А мы все уезжаем, я говорю. Закончилась еще одна история. Да, еще одна история. Начнется новая. Владислав, спасибо большое вам за такое прекрасное, ну, уже новогоднее настроение. Конечно, впереди. Замечательный праздник. Еще раз поздравляем вас с профессиональным праздником, я бы сказала даже, да, с днем день рождения Деда Мороза. И мы благодарим вас за те эмоции, что вы дарите детям, взрослым, и за это вот новогоднюю сказку, за новогоднее чудо. У вас впереди работа активная. Да. Наберитесь сил, терпения, позитивных эмоций. И я думаю, ни в один дом вы принесете нотку счастья, радости и вот этого прекрасного новогоднего настроения. Спасибо. Спасибо вам большое. А мы движемся далее и вновь передаем слово нашим коллегам из новостного отдела. Далее блок новостей. Географический диктант Российского географического общества написали более чем на 11 тысячах площадках. Участники ответили на 40 вопросов, посвященных географии, смежным наукам и достоянию России. За рубежом диктант впервые написали в Бахрейне, Буркина-Фасо, Гвинее-Бисау, Катаре, Ливии и на Филиппинах. Всего работали 270 площадок в 118 странах. Среди них заповедник Ралфонтейн в ЮАР, Генеральное консульство России в австралийском Сиднее, Приднестровский государственный университет имени Шевченко и Центр РГО в Индии. 90% заданий были представлены участниками конкурса «Напиши свой вопрос» для географического диктанта. Индекс оливье прибавил за год около 20%. Сейчас цена классического салата в домашнем исполнении на 4 человек колеблется от 348 до 414 рублей. В январе этого года оливье с колбасой обходился в среднем в 204 рубля. С начала года больше всего подорожала вареная колбаса, картофель и консервированные огурцы. Зато подешевели курица, яйца и свежие огурцы. Самым дешевым вариантом оливье в этом году становится вариант с мясом курицы. Он обойдется в 348 рублей. 90-е годы. Пятый год подряд конкурс по обмену видеооткрытками среди школьников «Смотри, это Россия» получает статус всероссийского. За 4 недели с момента старта регистрации заявки на участие поступили от детей из всех 89 регионов страны. Лидерство по количеству заявок в течение последних 3 недель уверенно удерживает родина конкурса – Республика Саха-Якутия. На сегодняшний день из Якутии планируют отправить 105 команд. На втором месте расположилась Республика Крым. Дети из Крыма сформировали 64 команды. В Якутске прошел фестиваль якутского языка. Он собрал сотни участников, среди которых как молодежь республики, так и родители с детьми. Для желающих провели мастер-классы и лекции, посвященные богатому якутскому языку с участием блогеров, певцов и актеров Якутии. Главная цель фестиваля – показать, что якутский язык есть везде. Организаторы отмечают, что особенно важно начинать изучать его с самого детства.
Мы заметили, что за эти годы, что уровень владения якутским языком среди маленьких детей именно дошкольного возраста намного повысился, потому что мы это связываем с тем, что вот за последние 3-4 года идет очень большая информационная работа для родителей, которые уже знают, что нужно, оказывается, чтобы якутский язык сохранился, дома обязательно общаться на якутском языке, только тогда они сохранят свой родной язык. И вот с этими знаниями мы видим, что дети, допустим, 3-4 лет в садиках, все говорят уже на якутском языке. Нет такой проблемы, как было, допустим, это 5 лет назад. Участники фестиваля познакомились с традиционным дизайном и музыкой, местным кинематографом, а также творческими и общественными объединениями, которые продвигают культуру региона. Более того, дети и их родители могли поучаствовать в различных конкурсах, поиграть в национальные настольные игры, а также просто весело провести время, изучая особенности культуры Якутии. Дети учатся знать свои национальные игры, учатся разговаривать на своем родном языке якутском. И этот фестиваль дает очень много опыта. Наш сын нарисовал персонажа Иману. Есть, оказывается, мультик на якутском языке. Будем дома смотреть. Мы только что узнали об этом. К этому часу это все новости. Хорошего продолжения дня. В Золотом фонде Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия есть видеодокументы, ставшие настоящей классикой. Например, кадры документального фильма 1952 года «Советская Якутия». В эпизодах и в съемках этого фильма участвовали простые горожане, далекие от актерской профессии. Но именно они создавали незабываемые образы. Об одной из героинь этих съемок расскажет наша рубрика «История в кадрах». Здравствуйте! Иногда один кадр может рассказать целую историю. Эти знаменитые кадры из фильма «Советская Якутия». Эту пару, двух девушек и молодого человека, знала вся Якутия. История этого кадра уникальна, ведь до сих пор есть свидетели этих съемок, как Анна Прокопьевна Алексеева. Знойное лето 1952 года. Студенты Анна Борисова, Ульяна Шадрина и Алексей Данилов прогуливались, когда их остановила съемочная бригада и попросила поучаствовать в съемках. Кадры бывшей Октябрьской улицы, а ныне улица Ленина, уже стали классикой. Съемки в то время вызывали очень большой интерес, ведь в Якутске только начал работать филиал Восточно-Сибирской студии кинохроники. Операторы расположились на грузовике, с которого и вели съемки. Здесь горожане покупают свежую прессу, чтобы узнать последние новости. А около кинотеатра «Центральный», как и сейчас, было всегда многолюдно, ведь здесь крутили интересное кино. Старожилы вспоминают, жарко, однако, было то лето 1952 года. Женщины укрывались от солнца, а у ларька с мороженым уже образовалась очередь за вкусным сливочным. Эти кадры попали во вторую часть большого энциклопедического документального фильма Якутии, который видел весь Советский Союз. Улыбающиеся, счастливые лица. Но за кадром у каждого отголоски войны. Ветеран тыла Анна Прокопьевна Алексеева перелистывает книгу воспоминаний. Родилась она в 1933 году в Орджоникидзевском районе. Из 13 детей остались только 3. Когда началась война, ей было всего 8 лет. Тяжелые военные годы, голод, смерть близких. Окончив 7-летку в селе Немегю, Анна поступает в Якутскую республиканскую культпросветшколу, библиотечное отделение, а позже в Московский государственный библиотечный институт. Активную жизненную позицию она пронесла всю свою жизнь. Помогала многодетным семьям, была председателем женского совета. В 1988 году в Верхневилюйске провела первый слет с участием многодетных матерей-героинь. Была председателем комитета солдатских матерей, занималась поисковой работой. Анна Прокопьевна всегда была верна слову и делу. 30 лет проработала заместителем редактора районной газеты и много писала о войне, о матерях и о забытых героях войны. Послевоенные годы для многих были очень трудными, но очень счастливыми, ведь война была уже позади. Новому поколению еще многое предстояло сделать. Анна Прокопьевна признается, этот кадр одновременно приносит радость и боль. Ушли друзья, которые на кинопленке, и время уже другое. Но в памяти до сих пор тот теплый, счастливый день 1952 года. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами. Это интересно!
Хотелось бы добавить, что Анне Прокопьевне Алексеевой, заслуженному работнику культуры Республики Саха-Якутия, отличнику печати, ветерану тыла и труда, сегодня исполнилось 91 год, и мы ее сердечно поздравляем. Почтенный и уважаемый возраст, но не для всех он уважаем, ведь именно люди старшего поколения чаще других становятся жертвами дистанционных мошенников. И каждый раз они придумывают все новые и новые схемы обмана. Далее расскажем об одном из таких эпизодов и как от него можно было защититься. Обычный октябрьский день оказался для 60-летней пенсионерки роковым. Ей позвонили неизвестные люди, представились сотрудниками ресурсоснабжающей организации и предложили оплатить счета, не выходя из дома. Хотела войти по этой ссылке, но у меня как-то не получилось. Я оставила, думаю, потом дети сделают. Когда пришла домой, оставила телефон и легла спать. Но что самое странное, ночью мой телефон то включался, то выключался, сам по себе как-то лежал и работал. Утром пошла на работу, и вот в течение дня я где-то днем, наверное, когда зашла в свой банк, увидела, что, оказывается, на мое имя оформлен кредит на 1 800 000 рублей. Я удивилась, и при этом все деньги, которые там оставались, исчезли куда-то. И когда я уточняла в банке, да, сказали, что оформлен кредит. Не знаю, как это пережить. Главное, откуда эти деньги, что мне делать теперь, я не знаю. Никогда и ни под каким предлогом не переходите по неподтвержденным ссылкам, даже если они были отправлены вам знакомыми. Только так вы сможете быть уверены, что ваш телефон в безопасности. Таким было утро понедельника. Берегите себя, берегите своих близких. И мы желаем вам прекрасного утра и хорошего настроения. Увидимся уже завтра на телеканале Якутия 24 и НВК Саха. До новых встреч!